Добрый вечер, это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Здравствуйте. Обвал нефти и падение рубля. Какова ситуация и что говорят эксперты? Кто прав, а кто виноват? Какова ситуация со скандалом вокруг пункта передержки животных в Якутске? История вызвала резонанс. Новая Конституция. Госдума рассматривает проект поправок в главный документ страны. Якутские школьники принимают большие вызовы. В Хангаласском районе на базе Малой академии наук стартовал региональный этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов. Министр энергетики России заверил, что падение цен на нефть не повлияет на стоимость бензина в России. Минэнерго страны ожидает, что цены на нефть после обвала могут восстановиться только через несколько месяцев. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак. По его словам, восстановление котировок будет зависеть от ряда факторов, и во многом это будет зависеть от того, как будет восстанавливаться экономика в результате нивелирования ситуации в этом направлении, отметил глава Минэнерго. Кроме того, вторым фактором, который будет влиять на рынок, станет дополнительный рост спроса на нефть и нефтепродукты в период низких цен. Накануне сильно упала цена на нефть, несмотря на очевидные минусы. Есть ли в этой ситуации положительные стороны? Как падение рубля отразится на бюджете республики? Ответы на эти вопросы и другие вопросы искала моя коллега Юлия Великодная. Здравствуйте, коллеги! Все действительно так. Начну с оптимистичных последствий кризиса. Золото называют тихой гаванью на фоне шторма финансовых рынков. Цена за российскую унцию выросла с $1500 до $1700. Рост продолжится, и по некоторым прогнозам цена достигнет 3000. Поэтому все инвесторы сейчас предпочитают вкладываться в золото. По прогнозам, в плюсе могут остаться и алмазодобывающие компании. Есть такая вероятность, что такое одной из тихой гавани выступят алмазы. Поэтому, возможно, инвесторы уйдут еще и на алмазы, и тогда это неплохо скажется на продажах Алроса. Надо сказать, что Республика Саха-Якутия по итогам прошлого года заняла 3-е место в России по добыче золота. И если такие прогнозы оправдаются по золоту, то это на самом деле будет неплохо для республиканского бюджета. Также нефтяной кризис в стране – это дополнительные доходы за счет курсовой разницы для республиканских экспортеров, в частности для Алроса. Если для крупных компаний прогноз оптимистичный, то для населения не все так радужно, как хотелось бы. Что касается цен на продовольственные и другие товары, то уровень инфляции может достигнуть 10-15%, если тенденция падения рубля будет сохраняться. Отмечу, что по итогам вчерашних торгов нефть частично отыграла свои позиции. Вероятнее всего, индекс потребительских цен, конечно, может за счет этого вырасти. Пока прогнозы какие-то конкретные давать сложно, но действительно, инфляция может быть достаточно высокая. Порядка, наверное, 10-15% может быть, если тенденция будет наблюдаться и дальше. Если же курс рубля вернется на прежние значения, то, конечно, мы этого не увидим. Что касается бюджета республики, то те федеральные трансферты, которые предусмотрены, регион получит в полном объеме, так как федеральный бюджет будет сбалансирован даже при $20 за баррель. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Думаю, скорее всего, все-таки возобладают оптимистичные настроения. Это будет зависеть от той статистики, которая подает по Китаю. Пока что по Китаю статистика была не сильно утешительная, но тем не менее ничего катастрофического там не произошло. Если потребление нефти в Китае будет расти, то, скорее всего, нефть должна будет восстановиться хотя бы до $40 за баррель. Также спрос на нефть в России уменьшится за счет планов японского и европейского автопромов в ближайшее время полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. По даже тем прогнозам, которые есть в Международной энергетической ассоциации, и другим прогнозам, которые существуют, да, снижение потребления нефти будет, но до 35-40 года в целом общий объем потребления все равно будет расти нефти. Да? Просто его темпы роста будут не такими высокими, как если бы этих тенденций не наблюдалось.
Падение стоимости нефти марки Брента 32 долларов за баррель – это одно из крупнейших однодневных падений в истории за 30 лет. Последний раз такое наблюдалось в 1991 году после операции «Буря в пустыне». Что касается курса доллара и евро, то, вероятнее всего, в ближайшее время ждать снижения не стоит. Тем временем торги на московской бирже в первый день после падения цен на нефть начались со снижения по акциям крупнейших российских компаний и снижения рубля по отношению к доллару. Главная задача биржи – обеспечивать непрерывность торгов и проведение всех транзакций. То есть все, кто хочет купить или продать различные активы, могли бы это сделать. Биржа не раз испытывала такие высокие периоды волатильности в предыдущие годы. Собственно говоря, мы готовились к высокому числу транзакций, то есть десятки миллионов транзакций, высокие обороты, что, собственно говоря, в первые минуты торгов сегодня и происходило. На данный момент все развивается с точки зрения технологий в штатном режиме. Посмотрим на развитие дальнейшей ситуации. Сейчас происходит снижение котировки, меняются каждую секунду, происходит снижение по акциям крупнейших компаний, в частности, также снижается рубль по отношению к доллару, но по сравнению с самыми первыми секундами открытия это снижение уже уменьшается, отмечают в управлении по работе с частными инвесторами Московской биржи. Также эксперты ожидают падения спроса на жилье при повышении ставки Центробанка из-за снижения рубля. Речь идет о повышении ставки до уровней, при которых ипотека станет дороже 10,5–11%. Однако на стоимости квартир это может не отразиться, считают эксперты. Помимо этого наблюдается снижение выдачи ипотечных продуктов банками. В Якутии, если в конце прошлого года и в начале этого года был ажиотаж на дальневосточную ипотеку, то сейчас эта ситуация в корне изменилась. Специалисты риэлторских контор утверждают, что предложения на первичном рынке практически закончились. Между тем, эксперты склонны полагать, что в ближайшее время увеличится спрос среди программ рефинансирования ипотечных продуктов, которые были выданы ранее. Отметим, что премьер-министр страны Михаил Мишустин в середине февраля дал поручение разработать план по снижению нагрузки на держателей ипотечного продукта Кабинету министров и Центробанку. Заявок стало немного меньше в связи с тем, что, во-первых, нету сейчас большого предложения на рынке именно строительства, да, то есть объекты уже, грубо говоря, заканчивают свое строительство, и в связи с этим мало предложений, поэтому немножко такой спад пошел. Что касается перекредитования, то ставка у нас наиболее привлекательная, то есть со всеми, грубо говоря, вычетами, какие возможны, да, по программам Дом РФ, минимальная ставка это 7,7% годовых. Да, и пока что большого ажиотажа нет. Переходим к другим темам. Более 165 километров трассы Лена планируется перевести в асфальтобетон к 2023 году в Якутии и Амурской области. Отмечается, что в этом году приведут в нормативное состояние 109 километров подведомственной федеральной трассы. Из них на 28 километрах сделают капремонт. Также капитально отремонтируют 3 моста через ручьи в Амурской области и 1 в Якутии, говорится в сообщении. Кроме того, начнутся ремонтные работы на 120-метровом мосту через реку Иенгра в Нерынгринском районе. Госдума рассматривает проект поправок в Конституцию России. Депутаты от всех фракций обсуждают инициативы, которые с января предлагались всеми регионами страны. В частности, расширение полномочий парламента, Конституционного суда страны, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах мира, ограничение количества президентских сроков. К этой минуте Госдума уже одобрила некоторые поправки, в частности, о понятии брака как союза мужчины и женщины, о праве Конституционного суда решать вопрос об исполнимости в России решений международного арбитража, о недопустимости отчуждения части территории России. В Якутске стартовал 3-й поток акселератора B8. Это первая акселерационная программа для стартапов на Дальнем Востоке, которая включает в себя финансовую, менторскую, также образовательную поддержку.
В прошлом году акселерацию успешно прошли 15 команд из 20. Всего для участия в проекте поступило 73 заявки из разных уголков страны. Из них отбор прошли более 10 проектов республики и других регионов Дальнего Востока. Уникальность проекта в специально разработанной программе, построенной на основе методики профессора MIT Билла Олета, которая впервые будет применена в русскоязычном пространстве. Обучение предпринимателей пройдет с марта по июнь этого года. Первого у нас мы начали набирать проекты не только из Якутии, но и из Дальнего Востока. Из 12 проектов 4 представителей Дальнего Востока, 2 из Владивостока, 1 из Хабаровска и 1 из Улан-Удэ. Второе, то, что мы чуть расширили горизонты, экспериментально начали пускать проекты не только из области IT. У нас есть первые 2 проекта из области биотехнологий. Есть проект по Наталье Ли, которая сделала крем против обморожения. Это очень интересный проект. И мы верим в то, что он сможет тоже добиться масштабирования на другие холодные регионы мира. В честь 75-летия Великой Победы и в честь увековечения памяти первого якутянина, героя Советского Союза Федора Попова в Беларуси сейчас проходит торжественно-траурное мероприятие. Почтить память своего земляка на место, где в братской могиле покоится якутский солдат, выехала делегация из Мегино-Кангаласского района. Как известно, красноармеец Федор Попов в 1943 году участвовал в освобождении белорусских земель и одним из первых форсировал реку Днепр у деревни Глушицы. В рукопашной схватке уничтожил около полусотни немцев. В том же году Федор Кузьмич Попов был смертельно ранен. После смерти был захоронен в белорусских землях. Нам рассказали, что Федор Кузьмич Попов был очень сильным, храбрым и мужественным и всегда добивался своей цели. Я думаю, что он получил звание, потому что он отдал свою жизнь, чтобы помочь своим товарищам и своему народу. Скоро якутская делегация отправится на братскую могилу героев Советского Союза. Именно там, в деревне Дирожича, и покоится герой Федор Кузьмич Попов. Ну а алданские юноармейцы создали реконструкцию событий боевой операции Великой Отечественной войны на озере Ильмень в Новгородской области. В составе 4 лыжных бригад, которые участвовали в освобождении Старой Руссы, были и красноармейцы-якутяне. С участниками реконструкции встретился наш корреспондент Руслан Павлов. Ранним мартовским утром 12 юноармейцев в сопровождении 6 казаков алданского станичного казачества выдвинулись на север от Алдана в сторону Верхнеамгинского природоохранного кордона. Цель вылазки – реконструкция событий боевой операции Великой Отечественной войны на озере Ильмень, где в феврале 1943 года понесла огромные потери 19-я отдельная лыжная бригада, в составе которой были воины-якутяне. Почтить память наших дедов и прадедов. Ну и так, чтобы ребята реально поняли, что это такое. Конечно, ощутить этого всего невозможно, но хотя бы примерно приблизить, что когда по тебе ведут огонь, когда тебе надо наступать, а жить так хочется, и что когда это снег, это холодно, глубокий снег, это тяжело, а надо идти вперед. Бригады, сформированные в Уральском военном округе из якутян-охотников, прибыли на Северо-Западный фронт 15 февраля 1943 года и почти сразу вступили в бой. Перед ними ставилась задача глубоким обходом через Ильмень захватить деревни в устьях рек Псижа и Перехода. 22 февраля 1943 началось наступление. Бойцы лыжных бригад в белых маск-халатах совершили марш с полной боевой выкладкой. Противник находился на высоком Ильменском берегу, а якутские стрелки вынуждены были наступать на открытом пространстве по замерзшему Ильменю. При подходе к берегу на якутян была обрушена вся огневая мощь противника. Если вспомнить, то как там было, то очень страшно. Тем более у нас открытое поле, а тогда их всех практически расстреляли, но они частично выполнили боевую задачу. Полностью выполнить задачу в 43-м воинам не удалось. Немцы подтянули на передовую свежие силы и почти беспрерывно поливали свинцом красноармейцев. Многих поглотил Ильмень.
В мирное же время в рамках реконструкции юноармейцы, воодушевленные подвигом дедов и прадедов, выполнили задачу и укрепились на высоте, выбив врага. Все полегли, правый фланг частично занял высоту, частично выполнил задачу. Участники реконструкции не пытались переписать историю или приписать ей несуществующие факты. Школьники до мозга костей прочувствовали то, что испытали на себе участники тех далеких боевых событий, и посчитали своим долгом выполнить боевую задачу в память о героях. Ты чувствуешь каждый момент. То есть ты чувствуешь, каково это быть в снегу, каково это выживать, борясь за родину. Великая Отечественная война с каждым годом все дальше и дальше, но память о подвигах нашего народа с каждым годом все крепче и крепче. Именно она двигает нас на героические поступки в годы войны и в мирное время. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. Короткая пауза, вернемся через полминуты. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Кто прав, а кто виноват? Какова ситуация со скандалом вокруг пункта передержки животных в Якутске, где нашли трупы животных? История вызвала большой резонанс. Большие вызовы в Хангаласском районе на базе Малой академии наук стартовал региональный этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов. Это итоги дня. Продолжаем выпуск. Эксперт озвучил сроки окончания эпидемии нового коронавируса. Она может сохраниться в странах мира по меньшей мере до июня этого года. Такой прогноз дал глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Госкомитета по делам здравоохранения Китая. В будущем ключевые аспекты мер эпидконтроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из Китая к пресечению привозных случаев, добавил эксперт. Тем временем угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом числа зараженных стран. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения на ежедневном брифинге. По официальным данным, количество зараженных стран достигло 99, включая Китай. А общее число подтвержденных случаев заражения вплотную приблизилось к 100 тысячам человек. Количество жертв приближается к 4 тысячам человек. Выздоровели почти 62 тысячи. При этом глава ВОЗ отметил, что пандемия коронавируса будет первой в истории, которую возможно контролировать. Ну а в Якутии начнут проверять соблюдение режима дезинфекции в общественных местах. Напомним, для предотвращения распространения коронавируса поручили проводить санитарную обработку мест массового скопления людей. Дезинфекцию необходимо усилить, сказала вице-премьер правительства Ольга Балабкина. Также, по ее словам, федеральным, республиканским и муниципальным властям необходимо объединяться. Прописан ряд действий. Прежде всего, это санитарная обработка общественных мест и проведение разъяснительной работы по гигиене. В целом, ситуация с коронавирусом в Якутии не изменилась, она остается под строгим контролем. Граждане Китая, которые прибывают в Якутию, находятся под наблюдением врачей в обсерватории Якутска. Я бы хотела обратиться, наверное, ко всем гражданам на территории республики, которые проживают, те, кто выезжал или выезжает, или сейчас возвращается через наши российские линии, через российские границы в других городах. Значит, все-таки при возвращении ставите в известность больницу по месту жительства о том, что сама поездка была. И, конечно же, по всем тем странам, где достаточно высокий порог. Потому что достаточно проще будет работать медикам, ну и, конечно же, безопасностью. Накануне в социальных сетях разлетелись видео с трупами животных, обнаруженных в одном из контейнеров, принадлежащих столичному пункту передержки. Ситуация обрела широкий общественный резонанс. Тут же разразился скандал между зоозащитниками и сотрудниками пункта передержки, которые тут же написали друг на друга заявление полиции. В ситуации разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагин.
Вот то самое видео с обнаруженным контейнером. Зоозащитники тут же направились в теплое помещение, где до этого содержались собаки, и там также не обнаружили ни одного животного. Съемочная бригада телеканала «Якутия-24» минувшим днем тут же выехала в пункт передержки, чтобы на месте прояснить всю ситуацию. На территории пункта уже собралось огромное количество возмущенных волонтеров. Буквально 4 марта мы приезжали кормить сюда собак волонтерами. Тут никого вообще не... точнее, тут были собаки полные вольеров. Вот они. Вот эти все собаки, у меня есть запечатленное видео. На данный момент тут нету ни одной собаки, ни одного щенка. Позже стало ясно, что массовая утилизация животных произошла из-за обнаруженного в пункте передержки вируса бешенства. Работники пункта передержки объяснили, что они действовали в соответствии с приказом Управления ветеринарии. Пункт передержки животных сам себе карантин не устанавливает, не имеет на это полномочия, и эвтаназией не занимается, так как тоже не имеет полномочия по эвтаназии. Мы работаем чисто на основании закона 498-го, это отношение к животным, да, вы знаете. Все вопросы к управлению ветеринарии. Такой приказ управлением ветеринарии был издан еще 3 марта. Зараженных животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию, согласно документу, тут же нужно было утилизировать. Всего под подозрение попали более 150 собак и 48 кошек. Умерщвление производится исключительно гуманным методом путем введения инъекций. Вирус бешенства на территории столицы в последний раз был обнаружен в 2014 году. Это чрезвычайно опасное неизлечимое вирусное заболевание как теплокровных животных, так и человека, которое влечет за собой смертельный исход. И мы, конечно, должны принять комплекс мероприятий, который который предотвратит перехода как от собак на людей, то есть полностью. Все мероприятия должны быть проведены. Зоозащитники просят не оставлять ситуацию без внимания. Ни один из них не верит в законность проведения масштабной эвтаназии. Нужно проверять на законность, потому что я более чем уверена, что закон Российской Федерации здесь не соблюдается. И они просто прикрываются этим бешенством. Оценка всему этому действию будет дана после проверки столичной прокуратуры, которая уже начала работу. Взял ситуацию под личный контроль и глава республики Айсен Николаев, который поручил разобраться в ситуации. В комиссию по проверке помимо соответствующих органов включат общественность и журналистов. Ульяна Шагина, Павел Никифоров, Григорий Николаев, Георгий Григорьев, Якутск. В Туруктинской школе в Ленском районе нехватка кадров. К примеру, один и тот же учитель преподает сразу несколько предметов. Сюжет Анны Кожевниковой. Сельская школа имеет немало отличий от городских. Некоторых здесь обучают индивидуально, так как бывает по одному ученику в классе. И в любом случае все детки на виду у преподавателей. Написано это просто каракули. You should find out this sentence. Look. Туруктинцам повезло, у них есть английский язык, а преподавателя иностранного заманить в сельскую школу – дело непростое. В Турухте же учителя ответственные. Антонина Еремеева получила дополнительное образование и теперь помимо русского преподает английский. А нужен будет второй иностранный, выучит и французский, поделилась опытный педагог. Если ребенок не успешен, а к нам приезжали из Якутска, из Ленска, из Иркутска, и учились здесь, и школу заканчивали. Там они ее закончить не могли. И родители нам прямо говорили, в той школе он бы уже давно пошел по скользкой дорожке. А здесь ребенок выравнивается и потом счастливо живет. И все бы ничего, детям комфортно, в ногу со временем они шагают. Вот, к примеру, оборудовали музыкальный класс всеми инструментами, что не в каждой городской школе встретишь. Прошлый год, посвященный театру, не прошел бесследно в Турухтинской школе, а нынешний полностью нацелен на сохранение истории и памяти о Великой Отечественной войне. Но есть все же некоторые трудности, с которыми в последнее время столкнулись в Турухтинской школе. Во время большой перемены школьный коридор превращается в столовую. Кормят здесь ребятишек вкусно, но в таких вот приспособленных условиях. Такая ситуация возникла из-за некачественных работ по реконструкции здания под школьную столовую. Открыли столовую далеко отсюда, около детского сада, и ее недооборудовали. Люди работают в жестких условиях. Там у них холодно, дверь не закрывается. По-семейному, по-домашнему, говорят многие приезжие, наблюдая, как дети обедают прямо в коридоре школы. Но это неправильно. Руководство района было не в курсе данной проблемы. И зам по социальной политике главы района обещала решить этот вопрос. Несмотря на все трудности, турухтинские школьники получают современное образование и приобретают все необходимые для жизни навыки. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
В Хангаласском районе на базе Малой академии наук стартовал региональный этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов под названием «Большие вызовы». Участниками стали 70 учащихся из 17 районов республики, которые прошли ранее отборочный этап. Какие проекты будут разрабатывать юные исследователи, расскажет наш корреспондент Саргалана Федорова. Будущее за новыми технологиями, уверены участники больших вызовов. Робот-кран на дистанционном управлении, применение снега и льда для строительства временных зданий и сооружений, экологически чистый корабль. Эти и другие проекты разработали учащиеся. Теперь они будут их дорабатывать вместе с экспертами. Я изучаю переводческие котлы. Есть аналоги, но они очень неудобные, очень требовательные и очень габаритные. У меня задача такая: повысить габариты своей модели и начать производство. И еще в будущем планируется использовать переводческий котел как утилизатор отходов. Превратить рыбные отходы в полезные биологически активные добавки планирует Наталья Третьякова. У нас есть образцы рыбной муки, которые мы изготовили. Мы провели исследования, которые показали то, что очень много коллагена содержится в наших продуктах, также высокое содержание кальция. Но мы доказали полезность. Нам представляет очень большую возможность поговорить с экспертами, которые нас натолкнут на дальнейшее какое-то развитие наших работ, и это очень здорово. Участники покажут свои разработки по 12 направлениям, от космических технологий и беспилотников до когнитивных исследований. Все направления соответствуют стратегии научно-технологического развития России. Ребята готовы воплотить свои смелые идеи. В этом им помогут опытные наставники. Дети свои научно-исследовательские проекты должны направить на развитие региона, то есть отвечать экономике региона и плюс отвечать современным глобальным вызовам. Эти дети уже отобраны, и они являются сами экспертами. Мы хотим тоже в виде игропрактики сделать, чтобы они оценили свои проекты сами и дали рекомендации друг другу. В течение 5 дней эксперты проработают с каждым индивидуально. Проведут лекции, консультации. Например, сегодня ребята послушали лекцию о стратегии социально-экономического развития Якутии. Победители и призеры конкурса поедут в образовательный центр «Сириус» в Сочи и примут участие в финале больших вызовов в июле этого года. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Хангаласский район. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале. Продолжат коллеги. До встречи.